Новая школа, гостиница и несколько производственных предприятий заработали в небольшом селе Сагдийской области. Объекты построили по программе развития малых населенных пунктов. Такое поручение дал президент Таджикистана. Все подробности у Абубакра Файзулоева. В небольшом селе большой праздник. В Дарге построили площадь, благоустроили ее, и теперь в центре населенного пункта развивается государственный флаг. Высота флагштока 45 метров. Видно издалека. Серьезных перемен в селе не было уже давно. По поручению главы государства за полгода здесь построили и сдали в эксплуатацию сразу несколько социально значимых объектов, в том числе цех по производству ковров. Производственных предприятий здесь еще никогда не было, но местные жители обладают уникальными ремеслами. Ковроткачество – одно из них. Здесь очень много людей, которые владеют этим ремеслом. Сырье мы тоже используем местное. Здесь очень развито животноводство и поэтому много шерсти. Решили использовать этот потенциал. В цехе работает больше 40 мастериц. Ковры делают вручную. На одно небольшое изделие нужно 2-3 месяца. Сначала много ошибалась и в рисунок не попадала. Теперь справляюсь. Орнаменты заранее создают дизайнеры и приносят нам. По ним мы создаем узоры. Этажом выше еще один цех. В нем перерабатывают сухофрукты. Из яблок, абрикос и слив делают снеки и батончики. Работают на производстве местные жители. Многие живут в Дарге всю жизнь и своим селом гордятся. Зовут в гости. Теперь здесь есть где остановиться туристам. Построили гостиницу. Наше село считается отдаленным и находится в окружении живописных гор. Здесь природа сохранена в первозданном виде. В целом Дарга переводится как начало. Мы считаем, что мир начинается отсюда. Самое главное – это натуральные фрукты, природа и чистый горный воздух. Ради этого стоит приезжать. Гостям покажут местную школу. По поручению президента ее капитально отремонтировали, а в соседнем селе Каздон построили новую. Раньше нашим детям приходилось ходить в школу в соседнее село. В этой школе все есть. Специализированные классы для изучения химии, физики, компьютерные классы. Обучаться тут будут около 200 учеников. Самое главное, школа имеет центральное отопление. Здесь зимой бывает холодно, поэтому об этом тоже позаботились. Сельские жители и сами охотно помогают развивать свои населенные пункты, участвуют в строительстве объектов, а местные предприниматели хотят построить еще несколько предприятий и многоэтажные дома. Абубакр Файзулоев, Лутфулос Амадов, Мир 24.